Вот так смотрится сдалека от Самулер и Умка там. Только что проснулась, наверное, потому что она была там внутри будки, да. Там будка есть. И она там, видишь, опять начинает скулить. Потому что не скулила уже. Сейчас она на 2 спала там. Все точно начинает видит меня и начинает скулить. Вот владение, друзья. Вот это поле, что обрызгивали лазуритом. Сорняков, очень-очень мало. Так что лазурит действует. Не знаю, как там по вредности, конечно, там опытные люди сказали, что он очень вреден для здоровья. Здесь в прошлом году кошмар, что творилось с этими сорняками. Недели 2, наверное, так сорняки убрали. А в этом году все чисто. Идет время, будем окучивать. Сейчас еще покажу второй участок, где уже окучивано, тоже брызгали этим лазуритом, и сорняков нету тоже. Вот этот второй участок уже один раз окучивали. Все ровненько, все растет. Несмотря, что немножко похолодало у нас. Лазурит, как видите, вообще сорняков нет. А картошка растет. Главное, чтобы после этой картошки мы были живы. Так, мы убираем территорию, строительство вольера, а тут остались. Умка недовольная, уже капец. Но это ничего, привыкнет. Так, тут на дрова, которые остались, вот эти крупные, сойдут. И еще мелкий мусор, это все Катерина уберет. У нас еще вот этот блокхаус, в скобках, в кавычках, вернее, блокхаусом обшитый дом. Надо смазать антисептиком под дерево, и будет все нормально, все красота будет. Буду делать поподробнее обзор этого домика, если получится, конечно. Катерина убирается, а мне надо съездить до дяди Миши сегодня еще. Вот целая корыта мелких дров, но это очень как бы для летней печки. Вот это летняя печка. Ну, блин, там Умка и орет недовольно. Прямо здесь и поставь, Катюша, и когда будут топить, это раз-раз быстренько все сожгут. Вот такая целая корыта еще таких дров. Ну, как и говорил раньше, мне надо съездить там, отнести по врачам дяди Миши гостиниц, отвезу, а что он там делает, он, наверное, занимается своими делами, но выйдет, надеюсь. Я позвонил, он говорит, выйду там во дворе. У него тоже там печку складывает, потом там что-то, летом все в деревне стараются что-то исправить, чтобы на зиму еще, чтобы нормальное хозяйство было. Вот. А я поеду, ребята. Поеду, потом уже там включусь у дяди Миши. Вот и подъезжаем уже к дяди Мишиному дому. Вот тоже тут в работе человек. Идет.
он колодец уже менял и все такое. Вон, сидят работники. Не работает. Нет, они вышли перекурить со мной. Печник, главный, не вчера остался один печник, да, Женя? Нет? Нет. А код сейчас это не абы никуда. Код дешевле печники, только ты татен колин? Jak wykustas na barwo? No jak wykustas kolega? Kody ty czarle my tylko ty nie da? Печку не могу, да, печку сложил, дядя Миша печку сложил. А лучше аппарат туда, но только лички шны. Снимайте. Сейчас если хотят сейчас мужики заснять печку какую сложили. А? Не умеешь? Лариса колога курza. Никто не хочет. Но там печка стоит красивая, новая. Очень красивая. Ну, пускай стоит, да и пускай будет служить. Камера? Еще старая? Еще старая, да. Колодец сделал новый, вернее, не, ну, сруб там добавил. Поменял. Да. Веранду покрасил. Печку новая, печка новая. Когда на шашлыки приехать? А? На шашлыки когда приехать? Микела? Микела тоже поедешь, говоришь? Мне сказали, что Микела тоже поедешь. В воскресенье? Завтра пятница Поросковья. Завтра работать нельзя, да? Вот. Да, с Килумба. Надо Lumbu деревню ехать. Ну ладно, все, перекурили, хватит. Я тоже домой поеду. Угощение поросям передал? Да, спасибо. Все, пока. Гости приходи. Все, мужики зашли. А я тоже обратно домой поеду. Посидели, поболтали. Вот так. Я уже обратно около своего дома. Катерина уже там собирает сорняки с этих с мелких грядок, там морковь, да что-то, укроп, да. А он вон лежит, утихомирилась. Она была вот в этом своей будке там внутри, утихомирилась. Лежит, он. То на Катю посмотрит, то на меня. Ничего, привыкнет. Это уже участок, который находится возле дороги самой. Тут очень сухая земля. А у нас сейчас дождей практически нету. Какая-то сухая, то жаркая, то холодная, но сухая погода. Один день дождик там чуть-чуть поморосил. Немножко еще. Здесь картошка чуть-чуть как бы выглядит послабее, но тоже мусора нету. Ну, сорняков. Почему все время у меня выскакивает слово мусор? Потому что йог по коми называется мусор, сорняк тоже йог. Получается, вот я мысли по коми и так и говорю мусор. Ну, сорняк, вернее, по-русски сорняков нету. Тоже обработан лазурутом. Там под этими кустами еще сено уже скосили, убрали, и она уже как бы копна там сделала Катерина, там где-то копна стоит. И еще чистенько, все убрано. Птички поют. Если бы не вот вдалеке шум триммера, который там сосед косит, классная бы была звук.
Птички поют очень классно. Катерина тоже все еще занимается сорняками. Сейчас для наглядности покажу вам. Вот здесь обработан лазуритом, а здесь вот нет. Видите, мусор. Там дальше обратно обработано. Как бы прямо отрезает. Нету сорняков дальше. Вот именно вот по борозде. Видите, здесь потом. Здесь не брызгали. Здесь вот есть. Это бы сейчас поле еще вот зеленое было, как ковер. А так вот. Картошка есть, а сорняков нету. Вот так. Ну все, решил кадры показаться. Тоже уже заключительные. Сейчас я буду уже домой заезжать. Вот ветер северный, а на улице солнце. Прохладно оделся. Лицо сгорело в прошлый раз. Не могу находиться на солнце ни секунды. Вот. И залез вот такой тенек. Тут птички поют. Вообще. Прям и воздух свежий. И здесь, здесь вот посидел, думаю, все, теперь пора уже домой заходить. Посмотрел, обошел свой участок, картошка. Местами уже можно окучивать у нас картошку. Лазурит помогает, сделал вывод, очень хорошо даже от сорняков помогает. Не знаю, для здоровья не могу утверждать, как некоторые знающие люди говорят, что очень он вреден. Ну, не знаю потом. Если так подумать, то клубней-то нету еще. И еще до у нас в сентябре, первых числах сентября будем только копать. До этого же, наверное, весь сад выйдет же. Такое минимальное количество. Я очень много там, когда разводил, очень много делал. 18 литров на 20 граммов, 18 литров воды. 20 литров воды почти. Я думаю, не очень так концентрированно получилось. Вот так. Ну, на этом все. Вот мое такое короткое видео сегодня. Полноценное видео что-то не получается у меня заснять, потому что болею немножко еще, все еще. И насморк, и, наверное, температура еще у меня. Но на улице все равно классно и тянет меня сюда. Вот. Что я вот сегодня, планы какие были, посмотреть огород. Прошелся, съездил до Умку, посмотрел, как она там приживается. Умку постепенно приучаем к вольеру. Вот так. Постепенно это все. Вы знаете, ребята, первый день, когда она вольер, это как ребенка в садик мы отвезли. То есть, как будто она целый день была в садике, вечером пришла такая. Полчаса мы с ней целовались. Она соскучилась, я соскучился. Эй, да Юлечка, да Юлечка, да Юлечка, ну ты! Умка, ты что такая, а? Хулиганка, хулиганка, хулиганка. Пришла, значит, садика, бесится, да? На. Умка. Что-то ты здесь очень круто себя ведешь, а за карцеры не очень, да? Умка. Умка. Ну иди прыгай, иди прыгай. Ну давай, прыгай, что ты? Давай. Прыгай. Давай. Привет. Оп. Салага ты. Вот так. Вот. Я в тот день не выходил вообще на улицу. Вот такой у нас ребенок появился. Но собака есть собака, хоть как ни крути, для нее есть вольер, для нее есть свой домик. Она должна научиться там жить. Вот так. Ладно, все, заканчиваю. Я могу бесконечно болтать.
заканчиваю это видео. Короткое такое, но какое получается, друзья мои. Всем спасибо, кто был со мной, кто смотрел меня. До свидания, до новых видео, друзья мои. Умка. Умка, привет. Умка, привет. Скучно тебе немножко, да? Ничего, привыкнешь. Привыкнешь. Да? Умочка. Немножко скучновато тебе, да? Скучновато? Или как? Вон у тебя игрушки там, вода есть, свой домик там внутри. Да. Ну, что потом поделаешь? Придется здесь жить тебе. И когда-нибудь мы будем, конечно, пускать тебя гулять, набегаться по вечерам. Да? Ну-ка, сейчас я тебе вкусняшку дам. Потому что я тебе вкусняшку дам. Дам. Ну-ка, сидеть. А, ты лежать. Сидеть — это лежать для нее. Скажи, мне все можно. Скажи, мне все можно. КПЗ, блин, засунули. И еще права качают. Давайте, Умка. Свободу лишили. Свободу. Любит тоже похрустеть. Вот так и живет Умка. Попозже сделаю, друзья, вольер, обзор вольера полный. Сейчас пока так поснимаю. Ну что? Все. Умка. Будешь жаловаться, нет? Умка. А? Будешь жаловаться, нет? Вроде бы потихоньку привыкает. Чего, привыкнет. Давайте.